Вы смотрите новости в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. И коротко о главных событиях этого выпуска. Эпидемиологическую ситуацию в регионе глава Якутии Айсен Николаев обсудил на совещании с участием глав муниципальных образований и городских округов республики. Расскажем мы об обстановке в Южной Якутии. Выход воды на реке Вилюй зафиксирован в Вилюйском улусе. Движение транспорта затруднено, грузоподъемность снижена до 20 тонн. В Алекминске заняты разработкой нового проекта. Завесу тайны, что это будет, приоткрыли наши коллеги. Меры по ограничению распространения COVID-19 необходимо соблюдать до формирования у населения коллективного иммунитета. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Вплоть до формирования коллективного иммунитета, а это необходимость привить 68 миллионов 600 тысяч человек без учета граждан, которые переболели, и без учета детей в возрасте до 18 лет, объяснила вице-премьер. Она также отметила, что по предварительным данным Росстата смертность в России в прошлом году выросла на 17,9% по сравнению с 2019 годом. По словам Голиковой, доля избыточной смертности с диагнозом коронавирус составляет 31%. До достижения этих. Сегодня развитие эпидемиологической ситуации в регионе было рассмотрено у главы Якутии Айсена Николаева на совещании с участием глав муниципальных образований и городских округов Якутии. Илдархан отметил, что наметилась позитивная динамика и наблюдается постепенное сокращение роста заболеваемости ковидом среди якутян. По статистике, с 4 февраля число заболевших в целом по республике за сутки не превышает 90 человек. На текущий момент Якутия занимает 56-ю позицию среди субъектов России по числу подтвержденных случаев за сутки на 100 тысяч человек. 2 недели назад республика была на 40-м месте, 15 января на 31-м месте. Тем временем за минувшие сутки в республике выявили 80 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает региональный оперштаб. Так, в Якутске зафиксировали 32 новых случая, в Мирнинском районе 16, в Тампонском районе 8, в Нерюнгринском 6 новых случаев коронавируса. 5 новых случаев COVID-19 выявили в Алданском районе, 3 в Нижнеколымском районе, по 2 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Мегино-Кангаласском, Усялданском, Намском, Среднеколымском и Хангаласском районах. За сутки лабораториями республики проведено 612 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 935 630 тестов. По информации Роспотребнадзора, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нерюнгринском районе снижается. Между тем, весь комплекс мероприятий по недопущению распространения инфекции должен по-прежнему выполняться в полном объеме, продолжат наши коллеги. Общая ситуация по респираторным инфекциям в районе сегодня стабильная. Уровень заболеваемости по совокупному населению ниже эпидпорогов более чем в 2 раза по всем возрастным категориям. Вирус гриппа на территории района не регистрировался. Большая совместная работа по стабилизации ситуации сегодня дает свои плоды. На текущий момент, общая цифра по району составляет 1237 подтвержденных лабораторно случаев коронавирусной инфекции. 95% это люди, которые уже выздоровели, получив необходимое лечение, получив необходимые профилактические мероприятия. Во всем районе на дистанционный режим обучения сегодня переведен только 1 класс с общей численностью 22 человека. В детских садах ни одна группа не закрыта. Сегодня продолжается вакцинация населения. Полученные 1085 доз вакцины в районе использованы. В основной своей массе привит декретированный контингент – медики, работники системы образования и социальных объектов, а также лица старше 65 лет и нерюнгринцы, которые самостоятельно записались и прошли процедуру. Когда в районе будет получена иммунная прослойка 60% и снижен распространенность инфекции до коэффициента 0,7, соответственно, будут сняты все те ограничительные мероприятия, которые сейчас предусматриваются. Ограничения постепенно снимаются, но меры предосторожности по-прежнему важны. Все открывающиеся объекты должны продолжать строго соблюдать требования безопасности. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри.
Всего 62 тысячи гектаров леса планируют восстановить в республике в текущем году в рамках нацпроекта «Экология», предложенного президентом России Владимиром Путиным. Также продолжится оснащение специализированных учреждений. В 2021 году планируется закупить 53 единицы лесопожарной техники и 120 единиц противопожарного оборудования и снаряжения. Отмечается, что в прошлом году было запланировано восстановить 59 тысяч гектаров, при этом план был перевыполнен. Показатель лесовосстановления достиг 73 тысяч гектаров за счет естественного восстановления лесов. Выход воды на реке Вилюй зафиксирован на территории Вилюйского района. Напомним, 2 днями ранее такая же ситуация возникла в селе Кюндядя Нюрбинского улуса. Теперь за этой наледью наблюдают и на автодороге республиканского значения Вилюй-Жиганск, которая обеспечивает доступ к наслегам района. Образовавшиеся на этом участке донные отложения и выход наледи на поверхность реки создали трудности для передвижения автотранспорта. Для решения проблемы сотрудниками Вилюйского участка компании «Сахадуртранс» своими силами соорудили дополнительную дорогу для объезда подтопленной территории, выставили соответствующие знаки и снизили грузоподъемность автотранспорта до 20 тонн. Мероприятия по регулированию численности хищников проводят в Усть-Алданском районе. Отмечается, что с ноября 2020 года в районе участились нападения волков на лошадей, в основном на территории Наяхинского, Дюбсюнского, Нанерского и Бариенского наслегов. Поэтому в Усть-Алданском районе решили повысить ставку денежного вознаграждения. В итоге она будет составлять 15 тысяч рублей. Также по факту добычи волка частично компенсируют затраты на горюче-смазочные материалы. Всего с наступлением зимы на территории района добыли 9 волков. 3 из них в 2021 году. Продолжаются восстановительные работы на участке Берге, село Кобяй Кобяйского района. Ориентировочное время восстановления связи до конца дня сегодня. Напомню, в минувшую пятницу в ходе проведения геолого-разведочных работ вдоль магистрального газопровода был поврежден волоконно-оптический кабель в нескольких местах на протяженности 1200 метров. В то же время на участке Берге, село Кобяй другой подрядно-строительной организации повреждены 3 опоры воздушного перехода над магистральным газопроводом. На месте работает 2-я бригада ГУП ТЦТР. На сегодня в поселок Сангар доставлены все необходимые материалы для восстановления. Министр экологии Сахамин Афанасьев второй день работает в Хангаласском улусе. С кем он провел встречи и какие вопросы обсуждались, расскажет Виолетта Засимова. В понедельник Сахамин Афанасьев встретился с лесопожарными организациями района и обсудил итоги пожароопасного сезона 2020 года, а также поставил задачи на предстоящий сезон. Помимо этого, в рамках реализации национального проекта «Экология» местный филиал «Якутлесресурс» получил от рук министра сертификат на 3 единицы лесохозяйственной техники, которая поступит до начала пожароопасного сезона. Второй день работы Сахамина Афанасьева в Хангаласском улусе начался с участия в презентации книги «Зов Кембрийского моря». Автор – известный краевед Прокопий Наговицын. Книга является сборником его статей о работе научно-исследовательской экспедиции школьников «Эллияда». Книга вышла тиражом 300 экземпляров. Это пробное издание. Она востребована. Поэтому, вот, как заметил министр Сахамин Миланович, она будет переиздана еще несколько раз и распространена даже по России. Во вторую половину дня министр экологии встретился с недропользователями района по вопросу снижения негативного воздействия на окружающую среду. Присутствовали представители таких предприятий, как Якутцемент, Хангаласский газстрой и завод базальтовых материалов. По отчетности мы отмечаем, что они ведут достаточную работу, особенно Якутцемент, который применяет доступные технологии, наилучшие доступные технологии, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферный воздух. По вопросам сбросов и воздействия на водные объекты у нас вопросов нет. Есть некоторые вопросы к одному хозяйствующему субъекту, но по возникшим разногласиям мы с ними отработаем в рабочем порядке. Следующая встреча с владельцами карьеров назначена на второе полугодие. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Сегодня Дом дружбы народов имени Кулаковского в рамках открытого отчета провел ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Дня дипломатического работника. По задумке организаторов мероприятия были разделены по тематическим секторам, каждый из которых символизирует одну из основных стихий народов Якутии. В рамках отчета были организованы пресс-конференции, дискуссионные площадки, познавательно-развлекательные проекты и квесты, а также открытые танцевальные мастер-классы, концерты и модные показы от местных мастеров. Помимо этого,
можно было посетить кинозал «Россия», в котором сегодня организован День открытого кино. В целом, по оценке руководства, 2020 год хоть и внес свои коррективы, рабочий план был выполнен в полном объеме. И сегодня за 2020 год мы провели 236 проектов и мероприятий, и 20% которых прошла только в системе офлайн, остальные были в режиме онлайн. Мы выиграли ряд очень интересных президентских грантов. И с декабря месяца мы уже начали работать в режиме офлайн уже со зрителем. Зритель соскучился, зритель пришел. И наша главная задача работать со всеми 36 национальными культурными объединениями. Разработкой нового проекта заняты в Алекминске. В 2019 году после победы во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений там реализовали проект «Спасское селение». Что нового готовит город, узнала Елена Фаст. В 2021 году город Алекминск планирует вновь принять участие во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Концепция будущего проекта интересна тем, что продолжает идею и решение Спасского сквера. Есть и условное название – Мариинский сквер. Именно это место было выбрано жителями города. Сейчас до 12 февраля жители подтверждают свое желание благоустроить эту территорию путем голосования на странице Instagram. Далее 12 февраля мы собираемся с общественной комиссией и всех неравнодушных горожан тоже приглашаем. Будем принимать решения об этой территории и будет дан старт сбору предложений по мероприятиям. То есть, что на этой территории нужно сделать. Этот сбор предложений будет до 23 февраля. Проект подготовлен нашей землячкой. Связь и поддерживается давно. Проект разработала алекминская девушка, архитектор. Она сейчас обучается в Томске, Екатерина Сафронова. Она взяла все старинные фотографии, которые есть именно с этой территории. Она сделала связку Спасского селения, связку пожарной части, Мариинской больницы. То есть это именно изучив историю этой территории, этой местности, она вот сделала такой проект. По предложенным эскизам значительно изменится большая часть центра. Планируется облагородить территорию от администрации города до автостоянки напротив центральной больницы. Если проект пройдет конкурс, то реализация его совпадет с ремонтом центральной дороги, а значит, центр города имеет шансы значительно преобразиться. Именно в цветовой гамме этого сквера сделать здание. Также в рамках капитального ремонта автомобильной дороги у нас будет проведено бетонирование центральной дороги с обустройством водоотведения. Ну и дома по молодежным также планируем продолжить разрисовывать, рисовать муралы и обновлять фасады. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. К этому часу пока все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Не забывайте носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.